Вы слушаете подкаст об истории народов Крыма кандидата философских наук Надира Бекирова. В этой части лекции вы узнаете о трагической истории крымчаков во время оккупации Крыма нацистами в советское время и их судьбе до настоящего времени. В общем-то, ни одна власть в Крыму, менявшаяся, крымчаков и их предков не обижала. Более того, где-то в XIX-XX веке численность крымчаков стала возрастать, просто в силу нормальной рождаемости, которая была тогда высокой у всех людей. И они стали расселяться и по другим местам Крыма, а не только, как традиционно они жили, в Кефе, в Судаке и в Карасу-Базаре. Однако наступил 20 век, и во время оккупации Крыма нацистами произошла просто невероятная трагедия. Причем ей предшествовала тоже очень интересная предыстория, о которой крымчаки долгое время никому не рассказывали. И это будет понятно почему, после того, как я сам об этом расскажу. Я эту историю услышал от одного из лидеров крымчаков, недавно умерших, Давида ага Реби, который умер уже в очень пожилом возрасте, был знаток и крымчакского языка, истории, и вообще исключительно интеллектуально образованный человек. В 1994 году, когда мы проводили общее собрание представителей крымских татар, караимов и крымчаков, это было в музее, как он сейчас называется, музей Тавриды, что ли, в одном из залов, он рассказал совершенно неожиданную, поразительную историю. Когда нацисты напали на СССР 22 июня 1941 года и стали продвигаться, в том числе в направлении Крыма, то старейшины крымчакской общины встретились тайно и стали обсуждать, что же делать. Потому что, так или иначе, докатывалось через прессу, через какие-то разговоры, что нацисты уничтожают евреев. Поэтому речь шла о том, чтобы просто спасаться, по возможности бежать куда-то на восток. И произошла такая дискуссия. Дело в том, что крымчаки, часть их служила в российской армии. Они, опять-таки, не были подвергнуты тем ограничениям, которые подвергалась еврейская община, в чистом виде еврейская община. И поэтому их тоже призывали в армию. Многие из них приняли участие в Первой мировой войне на стороне России, в российской армии. Некоторые из них попали в германский плен и содержались в лагерях для военнопленных в Германии до окончания Первой мировой войны. Потом они вернулись в Крым. И именно эти люди, 2-3 человека, которые побывали в германском плену, рассказали вот что. Крымчаков советская власть, в общем-то, не по национальному признаку, а по социальному, скорее, тоже притесняла, потому что в рамках советского мировоззрения они были мелкой буржуазией. Ремесленники, торговцы, поэтому их всячески ограничивали. И, конечно, отношение к советской власти у крымчаков свое было не очень хорошее, потому что в течение столетий народ жил своим трудом, а тут вдруг они стали мелкой буржуазией, у них стали отнимать мастерские, они достаточно были послушный народ, от всего от этого отказались, остались работать там, куда их допускали, но представление о том, что советская власть – это человечная власть, конечно, у них отсутствовало, они понимали, что это, не было таких слов, но что это такая репрессивная власть, которая с ними обращается плохо. И вот эти люди, которые побывали в течение Первой мировой войны в германском плену, они сказали, что вот эти россказни о том, что немцы убивают евреев, это, скорее всего, советская пропаганда. Потому что мы были у немцев в плену, с нами никто плохо не обращался. Да, понятно, в лагере для военнослужащих никогда очень хорошо не бывает, но никого не убивали, никого не травили, никого не расстреливали. Люди жили в бараках, 2 раза в день им давали или 3 раза еду. В общем-то, в кандалах они не ходили, пыткам их никто не подвергал, ничего от них особенного не хотели. И по мере того оказывали медицинскую помощь, если она была нужна. Пусть не идеально, но все же. И поэтому вот эти рассказы о тотальном уничтожении евреев, иудеев, были истолкованы как советская пропаганда. Поэтому решили все-таки не объявлять призыв какой-то к общему бегству, а остаться в Крыму, потому что при немцах
где вроде культурная страна, где вот никого так не обижали, возможно, будет жить не хуже, чем при советской власти. Это была трагическая ошибка, потому что нацисты Второй мировой войны и немцы Первой мировой войны, они руководствовались совершенно разной идеологией, жили в совершенно разных государствах, с совершенно разными установками. И, конечно же, нацисты действительно, когда пришли в Крым, стали брать на учет евреев, а их количество в Крыму увеличилось в предвоенные годы, потому что вот была программа по переселению евреев в Крым, даже 2 еврейских района были созданы в степной части Крыма. До этого жили какое-то количество евреев в Крыму, их все взяли на учет, и уже буквально в декабре 1941 года нацисты организовали массовый расстрел евреев и всех, кого они считали евреями, на 10-м километре шоссе из Симферополя в Феодосию. Вырыли огромный ров и в течение 3 дней перебили тысячи, если не десятки тысяч людей, включая детей, женщин, стариков, просто расстреливая одного за другим. И вот 11 декабря 1941 года практически всех крымчаков Крыма, которые не ушли в эвакуацию, которые сами не смогли бежать из Крыма, которые не были в Красной армии советской, их собрали там и расстреляли порядка 8 тысяч человек, включая младенцев. То есть целый народ был уничтожен, пусть маленький народ, но был уничтожен практически в течение 1 дня. Были душераздирающие истории о том, как в Феодосии, где порядка там 20 крымчакских семей жило, их сначала всех задержали, должны были везти на расстрел в Карасу-Базар. Но, как ни странно, спасло их то, что крымчаки были действительно хорошими мастеровыми. Там немецкой армии понадобился какой-то там ремонт чего-то, и их там временно выпустили, их семьи, направили их, чтобы они там что-то нацистам ремонтировали. Они, конечно, пошли, стали это делать, куда же деться. Вот. Но ближайшей ночью, пользуясь тем, что за ними был не такой строгий надзор, они сбежали, остались живы некоторые из них. Часть крымчаков все-таки во время общей эвакуации она уехала на Кавказ, спаслась, в Краснодарский край. И, как ни странно, наибольшая часть их выжила из тех, кто служил в советской армии, Красной армии. Потому что, да, конечно, как и все, они погибали на фронтах, но это были относительно молодые, здоровые мужчины. И те, кому повезло, те, кто вернулись после 1945 года в Крым, они приехали и узнали, что практически едва ли не все их родственники, все их близкие, родители, иногда дети оказались убиты, оказались вот в этом рву расстрельном. После окончания войны, не знаю, исходя из каких соображений, но советская власть решила добить крымчаков и записаться в паспорт советский, а там указывалась национальность, крымчаком было невозможно. Можно было записаться русским, это кому угодно, с любым выражением лица. Можно было записаться евреем, и можно было записаться караимом. Караимы, хотя и близкородственный народ, но это другой народ. И поэтому даже на бумаге в советских источниках крымчаков не осталось. 11 декабря каждого года крымчаки отмечают День траура. Те, кто есть живых, те, кому это по силам, приезжают на этот 10-й километр. Там есть небольшой обелиск. Всякий желающий может принять в этом участие. Но послевоенная история тоже была, и жизнь крымчаков была тоже очень нехорошей. Этот ров неоднократно черными археологами, даже не археологами, а грабителями раскапывался. Люди искали какие-то драгоценности, люди выбивали золотые зубы. Конечно, это касалось не только крымчаков, потому что там огромное количество евреев было истреблено, некоторые советские военнопленные были там же убиты. То есть тут не было такой избирательной, но вплоть до 60-х годов это продолжалось. Понятно, что этих людей не очень-то легко было разыскать, грабителей, и не очень-то этим занимались. Сами крымчаки, как какая-то этническая единица, не существовало для советской власти.
Поэтому как-то организованно что-то заявить об этом было трудно. Но, тем не менее, в 60-е годы попытались залить бетоном этот ров. И это в какой-то степени способствовало сохранности этого захоронения. Тем не менее, через этот бетон тоже пробивались грабители и тоже продолжали вот эти раскопки. И грабеж мертвых. Я сам был очевидцем того, что уже в 90-е годы после нашего возвращения Крымчакское кладбище в Карасу-Базаре было отведено под застройку. Местные власти совершенно не считались тем, что это традиционное кладбище крымчаков. И в начале 90-х мне приходилось выезжать в Евпаторию тоже по поводу того, что на иудейском кладбище, там смешанное кладбище и еврейское, и крымчакское, стали разбивать там и вывозить памятники из таких более-менее ценных материалов, как мрамор, раскапывать его и так далее. То есть крымчаки все время оказывались в очень беззащитной ситуации. В начале 90-х годов они образовали организацию «Крымсяхвар», которая очень активно работала, в которой сменилось несколько руководителей. Первым был Ашкенази Борис. Он был в том числе участником войны. Потом неоднократно они менялись. Сейчас крымчакскую общину и крымчакское общество возглавляет Дора Ханом Перкова. У них есть свой офис, где они регулярно проводят свои праздники, памятные дни. Они отмечают те же даты, что и иудеи, Йом-Кипур, Хануку и так далее. Плюс вот у них особый день, это 11 декабря каждого года. Сначала осуществляют выезд на место захоронения, а потом возвращаются в Симферополь, обычно в свой офис. А их офис – это бывшая крымчакская школа, которая была открыта в 20-е годы 20 века. И им тоже с большими мучениями удалось ее добиться возвращения. Расположена у них по улице Крылова, 54. И там это целая такая, несколько зданий, двор, что помогает им проводить собрания на открытом воздухе там, или какие-то праздники. И у них там, пусть маленький, но исключительно интересный музей расположен, посвященный истории крымчаков. Он занимает и культуре. Он занимает 3 комнаты небольшие. Там есть маленький мемориал жертвам геноцида 1941 года. И есть другие там предметы быта крымчаков, какие-то их там одежда, утварь. Фотографии известных людей, фотографии не всех, но многих жертв вот этого расстрела 1941 года. Они, когда рассказывают об своей истории и культуре, достаточно трудно удержаться от слез. К сожалению, опять-таки, какого-то официального статуса в Российской Федерации крымчаки не имеют, как и караимы, несмотря на то, что по своей численности они вполне подпадают под определение малочисленного коренного народа даже по российскому законодательству, но позиция Академии наук России, которая признает или готова признать коренными народами только тех, кто пасет оленей там или ловит рыбу из-под льда, она тоже лишает крымчаков возможности получить какой-то официальный статус и говорить о себе... Между собой-то они это и так знают, но в официальных отношениях говорить о себе как о малом коренном народе с теми правами, которыми располагают по российскому законодательству эти общности. Молодежь у крымчаков тоже есть, но, разумеется, ее очень мало. Когда я прихожу на их мероприятия, к сожалению, преобладают люди не просто старшего возраста, а преклонного возраста. И мне совсем язык не поворачивается сказать то, что я сейчас скажу. Но когда я раньше когда-то читал о вымирающих народах и не совсем мог себе представить, как это такое, что такое вымирающий народ, то, глядя на то, какое количество крымчаков, как у них распределяются возрасты, мне действительно просто ужас обнимает, что я вижу. Я являюсь свидетелем, живым свидетелем того, что можно обозначить как вымирающий народ. К сожалению, такова перспектива, если отношение к крымчакам не будет в корне изменено, и этому народу не будут отданы специальные совершенно
предпочтения и меры по охране его не только культурного наследия, но буквально биологического выживания в ближайшее время, но, к сожалению, это никого не интересует. Опять-таки, о крымчаках можно почитать в литературе, которая издана в том числе с их участием. Одной из интереснейших книг является книга «Сон Крымчака» или «Оторванная земля». Это Москва, 2007 год. Автор ее Александр Ткаченко. И, кроме того, опять-таки, издан целый ряд книг за последние десятилетия с участием самих крымчаков, более подробно рассказывающие или более глубоко рассказывающих об их языке и культуре. Я их сейчас назову, их практически все можно найти в крымских библиотеках, по крайней мере, в библиотеках Симферополя. Это крымчаки, Игорь Ачкенази. Игорь Ачкенази – это тоже, к сожалению, умерший, сын первого руководителя крымчакской общины, историк. Далее Давид Ильич Рябий, письменное наследие крымчаков, устное наследие крымчаков, статьи и письма, трехтомник. Это альманах «Крымчахвар», 9 номеров, и сборник статей и документов о крымчаках 15-21 веков. Это снова Давид Рябий, крымчако-русский, русско-крымчакский словарь. И опять-таки записанные Давидом Рябий Ашик Гариб, сказка на крымчакском и русском языках. У крымчаков была исключительно интересная традиция вести рукописные тетради в семьях, в которых записывались как их предания, легенды, поговорки, все, что касается там, вот, культуры, пословицы, так и жизнь отдельных семей, своего рода хроника. Писались они самими крымчаками, грамотными, крымчаки преимущественно были грамотными людьми. Писались они вот этим древнееврейским письмом на крымчакском языке, на тюркском. На русский манер их называют джонки, или отдельно, если джонг. На самом крымчакском языке это чонг, рукописная тетрадь. Какая-то часть их сохранилась, какая-то часть была уничтожена, утеряна, сгорела. Я не знаю, существует ли эта традиция в наше время, но еще в XIX до середины XX века вот такой интереснейший источник, народный источник о реальной жизни народа существовал. Но опять-таки, заканчивая о крымчаках, я, как и Караим, хотел бы сказать, что я очень надеюсь, что этот народ выживет, но для этого нужно создать условия для того, чтобы они могли жить где-то в пределах досягаемости в одном месте, чтобы у них была школа, чтобы повысить по возможности, создать условия социальные для повышения рождаемости в этом народе, для общения между собой, для того, чтобы зарубежные крымчаки могли вернуться в Крым и жить вместе со своим народом, для того, чтобы при необходимости крымчаки могли получать в том числе доход от своих традиционных ремесел, от проведения каких-то культурных мероприятий, в том числе для туристов, от того, что посвящает их музей, то есть дать источник существования этому народу. Может быть, тогда народ, который сложился практически уже к XIII веку и потом существовал вот в виде такой устойчивой общины, отдельной в Крыму, впитывая в себя те или иные влияния, даже до 21 века, имел бы и будущее. Вы прослушали серию аудиолекций Надира Бекирова о крымчаках, коренном народе Крыма. В следующей части вас ждет интервью с представителем крымчаков, который познакомит с современным состоянием этого народа.